Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын. А в нашей студии гости, и совсем скоро я их рада буду представить, но сначала скажу, какая цель сегодняшнего нашего эфира. Мы собрались, чтобы вспомнить и напомнить, что одному из самых старейших университетов России, одному из самых крупных университетов России, Санкт-Петербургскому государственному университету, 300 лет. И в нашей студии сегодня выпускники этого университета. Может быть, вы меня поправите, не совсем выпускники, выпускники. Обобщим. И я рада видеть сегодня в нашей студии Михаила Чиросова, доктор биологических наук, директор Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства, Якутского научного центра Северного отделения Российской академии наук и выпускник географического факультета Ленинградского государственного университета. Сибирского отделения. Сибирского отделения. Все правильно. Сибирского, северного, Сибирского отделения, да, спасибо. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. Спасибо за организацию сегодняшней встречи. Также в нашей студии Артур Федоров, кандидат технических наук, доцент физико-технического института Северо-Восточного федерального университета, выпускник аспирантуры факультета прикладной математики и процессов управления Санкт-Петербургского государственного университета. Да. Все верно. Артур, здравствуйте. Добрый день. Рада вас видеть. Конечно же, я думаю, что наш сегодняшний эфир будет посвящен тому, что мы коснемся и истории университета, и все-таки дата такая солидная. И, конечно же, пригласим всех тех наших земляков, которые имеют к этой дате непосредственное отношение, которые являются выпускниками разных лет. Сами вы выпускники разных эпох, можно даже сказать. Да. И, наверное, сегодня нужно будет вспомнить о том, как и чему вы учились в стенах Государственного Санкт-Петербургского университета. Если немножко об истории, то надо сказать, что это Петр I указом своим о создании Российской академии наук, он сразу же учредил там 3 структуры. Университет, который вот сейчас по протяжении этого времени называют Академический университет Российской академии наук. И учредил еще гимназию. То есть он понимал, что в то время в России была большая проблема с интеллектуальным потенциалом, человеческим капиталом, поэтому изначально было так задумано, 3 в одном. То есть, в то время не было отдельных министерств, просвещения, высшее образование, науки или собственное ведомство, поэтому одним указом он 3 единую задачу начал решать, и, соответственно, в 1724 году одним указом была создана Российская академия наук, но исследования и все поиск людей начались прямо сразу. В 1925 году появились первые студенты, причем они были иностранцы. Вот в то время был вообще дефицит найти таких людей, молодежь среди Российской империи. И в 1926 году уже пошел образовательный процесс гимназии. То есть получается вот такое многоступенчатое образование, и он прямо четко разделил, что функции преподавателей высших учебных заведений и ученых. Но ученые, обязаны были, во-первых, читать публичные лекции, второе, они обязаны были, у них функциональные обязанности были такие, они должны были преподавать, в том числе в гимназии. И преподавали они на латыни. Я вот сейчас представляю, выпускники нашего университета в Питере, если бы учились только на английском языке, это был бы вообще уровень. В то время вот такой был подход, позвали много иностранцев, в то время позвали около 16-20 первых академиков, которые начали работать, но управление было все равно у русских людей, то есть российских подданных. И вот в процессе, там было много президентов, и появлялись руководители, многие из них иностранцы, но одна из задач это было очень быстро подготовить молодых людей для экспедиций академических. И вот Якутия в этом плане, она интересна, что уже в 1732 году
уже был определенный контингент, были подготовлены первые студенты, которые поехали в экспедицию в Сибирь и на Дальний Восток, и они были в Якутске. Вот первая, можно считать, академическая экспедиция 18 века в Российской империи, она была на Дальнем Востоке в Якутии. Такую вот, связь проложили уже тогда. И там были международные отряды. Я вот так представляю, вот отправили 5 выпускников, которые участвовали в международном отряде, общались с академиками на немецком, на французском языках. В то время английский не был популярен, а латынь был международный научный язык. Удивительно. И они с ними работали вплоть до поездки на Камчатку, да. И представляете, академики, какие были жесткие они люди и требования. Они писали, что вот из 5 удались только 2, а остальные типа не очень уровнем. Я вот сейчас представляю, международный отряд разговаривают свободно на латыни, на немецком, на французском, и они не удались. Я вообще думаю, что вот я бы, как выпускник с красным дипломом, явно был бы неудачником, и мне бы сказали, что я плохо знаю немецкий язык. Вот такая интересная была в то время период, а потом, многие считают, что Московский университет, он раньше появился. Надо сказать, что, конечно, истоки Московского университета в идее Ломоносова, и который уговорил графа Шувалова в том, чтобы был открыт университет, который брали изначально уже разночинцев, людей простых, и решили сделать его в периферийном городе Москва. Почему я говорю периферийный? Потому что в то время столица Российской империи был Санкт-Петербург. Москва реально была уже периферийным городом. И, соответственно, вот Ломоносов, видя какую-то некую, то, что в Российской академии наук на латыни, и все больше приоритет иностранцев, и было очень мало академиков из россиян, вот он инициировал, чтобы в Московском университете начали вести на русском языке, хотя признается, что некоторое время было на латыни, потом перешли на русский. Как-то облегчили как будто. Да, облегчили жизнь и так далее. А вот это в Санкт-Петербургском университете еще в то время было. Но потом, на самом деле, после первых экспедиций, получилось, что ректором стал Миллер. Он уже был российским подданным, он уже очень хорошо говорил на русском языке. После него был Фишер и Крашенинников. Они все были участники этих экспедиций, которые были по Сибири. Они уже лучше знали русский язык, а Крашенинников вообще, можно считать его первым, наверное, русским ректором Санкт-Петербургского, хотя он если посчитать, он 7-й по счету. После него через некоторое время Ломоносов стал ректором. Потом были такие периоды, что, конечно, было сложно, потому что финансирование тоже было не очень устойчиво, хотя Российская академия наук именно статус императорской, и финансирование было, как всегда бывает, чего-то не хватало. Поэтому был период, когда академический университет, приема особо не было, но зато был постоянный прием в гимназии. И там учебный процесс вели академики. Представляете, уровень гимназии, то есть школьники, где преподавали академики. То есть на том же латыни. Я вообще удивляюсь, у вас такое отношение к тому месту, где вы учились, вы так много о нем знаете. Да редко же кто так сможет рассказать такую историю прям с самого начала об университете, где он получил знания. Так получилось, что я вообще работаю в Российской академии наук, когда история все это перемешивается и читаешь, то и читаешь статьи историков, и сейчас уже Санкт-Петербургского университета, понимаешь логику. Оказывается, был этап до Гумбольдтского университета, академический, отраслевой, потом был этап уже, созданный уже президентом Академии наук Уваровым, который инициировал создание самостоятельного Санкт-Петербургского университета. Там определенная такая ниточка маленькая есть,
о связи с Академией наук, с университетом, гимназией прошлого. И были созданы семинарии, училища, институты. Там вот этот период, 1805 год, 1819 год, был определенный период. Наверное, Артур застал период, когда на фронтоне корпуса, значит, 12 коллегий стояла цифра 1819. Ого, я даже не замечал. Не замечал, да, я замечал. А сейчас стоит 1724. Ну, конечно, москвичи и питерцы спорят, кто из них более прав, не прав. Ну, историки, все это разрешилось очень просто. В 2009 году вышел указ президента Российской Федерации, где был указ Московский университет, и устав был записан и Санкт-Петербургского университета. Там цифры стоят те, которые я вот называю. У Артура наверняка немножко другое какое-то, да, вот ощущение и представление, потому что вы представитель такого молодого поколения, и Санкт-Петербург, это вы аспирантуру там заканчивали. Да. И вернулись потом в Якутск, и теперь работаете. Да, у меня вообще вот интересная история, но сразу скажу, латыни не знаю. Ну, я вот люблю рассказывать вот эту историю, как раз-таки поступления в аспирантуру. В общем, я в вузы Санкт-Петербурга пытался попасть трижды, на самом деле. Сначала в 7 классе пытался поступить в Суворовское училище, потом после 11 класса хотел поступить в военно-морской инженерный институт, но, к сожалению, или к лучшему, может быть, по состоянию здоровья я не смог поступить. Вот, и, соответственно, после окончания Якутского госуниверситета вот, мне предложили поступить в аспирантуру Санкт-Петербургского университета. Вот, видимо, вы очень хотели, и все равно вот ваша такая мечта сбылась. Ну да, через вот много лет. Да, получается, вот после третьего раза, на третьем разе, вот я поступил и отучился вот в прекрасном городе Санкт-Петербург. У нас как бы отделение факультета, он располагался в Старом Петербурге, в отдельности там у нас и кампус был, и учебное заведение, и лаборатории, там все у нас было, ну, как бы обособлено такой вот организация, прям было прекрасно. И знаете, что меня там впечатлило сильно, это команда, и как раз таки мой руководитель. И руководитель, он собрал вот такую вот команду интересную, там сильную команду и разношерстную. То есть там были прекрасные теоретики, то есть физики, прекрасные математики, были экспериментаторы прекрасные и программисты. В то время там программистов было редко даже, ну, появлялись уже вот 2008 год. Вот. Ну вот такая вот сильная, такая мощная была команда такая. Вот. Меня это сильно впечатлило, да, и вот и в будущем, ну, сейчас как бы у меня тоже, что я хочу, как бы, что я получил после аспирантуры, это, конечно же, ну, защитил кандидатскую, и дальше мне как бы хочется сформировать свою научную школу, ну, по образу такому, и вот как раз таки я сейчас занимаюсь именно вот такой вот деятельностью. Ну, это одна из моих задач получается. Я вам вообще так завидую. Вы сказали, я не знаю латынь. Михаил, вы знаете латынь? Нет. Ну, сейчас ее никто не знает. Латынь мертвый язык, но я просто как бы ботаник, и у нас определенные слова обязаны запоминать. И нас учили, что название растения, я ботаник и географ, надо учить только на одном языке, на латынском. Не надо никаких других, только одно название. Это упрощало нам мозговую деятельность. Но, с другой стороны, я о чем хочу сказать, что Артур, он учился в Петерговском кампусе. Вот сейчас у нас много говорят о кампусах. Это, в принципе, еще туда было там заложено. А мы были как бы городскими студентами. И вот я учился на Васильевском острове, Петроградской стороне. Это как бы вот самое сердце Санкт-Петербурга. И Петергоф в тот момент только построили. И там все удивлялись, зачем этот кампус, Петергоф, что такое, городок какой-то. И многие преподаватели ездили оттуда на факультет и говорили, как долго ехать, хотя ехать всего было на электричке 45-50 минут. Ну, пока там до Питера. Для столицы это вообще, как бы, кажется, не время даже. Ну, как ни странно, это Санкт-Петербург, Ленинград, они стараются все-таки иметь более короткие расстояния. Это в Москве там по 2 часа в одну сторону едут, а здесь все-таки не очень сильно любили. Мы, например, от общежития до факультета добирались минут 12.
То есть уже знали примерно электричка, когда выскакивали, заскакивали, потом электричка через мост, выскакивали, бежали и успевали за 12-15 минут дойти. То есть вот это Питер маленький городок по сравнению с Москвой. Да. Ну, совсем другая там энергетика, вообще все другое. Ну, он сейчас Москва как будто бы большой. более теплая, что ли. А нет, Питер, он все равно такой холодноватый город. Нет, это все по-разному, потому что люди совсем другие в Питере, чем в Москве. Поэтому сложно говорить. А какие там и там, на ваш взгляд? В Питере люди более душевные, там очень много есть бабушек, дедушек, которые всегда подскажут, укажут, где-то что-то можно что-то спросить. Москва более такой, это суетливый город, но каждый любит Москву по-разному, Питер по-разному. В этом плане вот мы сейчас как раз 19-го послезавтра приглашаем тех людей, которые имеют отношение к Санкт-Петербургскому университету, Ленинградскому университету, но одновременно и юбилей Российской академии наук, я сказал, там, значит, 3 в одном. У нас очень много есть людей, которые учились в аспирантурах научно-исследовательских институтов города Санкт-Петербурга, и они оттуда получили свое образование. Но вот Артур появился в университете, такие же аспирантуры есть в академических институтах, ну, Хунскамера, Ботанический институт, Зоологический институт, это самые вот такие поверхностные институты, которые существуют, которых, наверное, каждый гражданин, наверное, в Российской Федерации знает. Эрмитаж тоже, между прочим, научный институт, можно считать, в какой-то мере. Поэтому, соответственно, многие проходили, обучались, и, соответственно, мы их приглашаем в Якутский научный центр. Ну, просто мы в свое время когда обсуждали, я сказал о великой роли выпускников Ленинградского Санкт-Петербургского университета. Для нашей республики. Да, потому что, например, даже можно упомянуть Кондакова Ивана Лаврентьевича. Вот мало кто может, знает, но это изобретатель искусственного каучука. Вот все же сейчас машины ездят, если бы он был бы в свое время там патентообладатель и выдавал бы лицензии все, был бы богаче всех, наверное, вообще в мире человек, который вот, фактически все нуждается в искусственном каучуке. Поэтому искусственные все резины и так далее, это все, он бы был бы богатейший человек. Он уроженец Вилюйска. Соответственно, дальше есть люди, которые якутский алфавит, Новгородов Семен, тоже выпускник университета. Есть революционер Неустроев Константин Урсик. Учился у Менделеева и Бутлерова, слушал лекции. И там, если дальше пойти, основоположник мерзлотоведения — это Сумгин, это Михаил Иванович, он некоторое время здесь в Якутске работал, в экспедиции был, основатель, можно считать, Института мерзлотоведения в какой-то мере, да, он тоже выпускник университета. Ну и так далее. Очень много таких людей, которые вот... А вообще комплексная экспедиция в начале 20 века, которая сейчас называется первая комплексная якутская экспедиция, которая определила развитие республики на 100 лет, они большинство были из Российской академии наук и из Санкт-Петербургского университета, они здесь работали в течение 5 лет. То есть фактически республика Саха-Якутия вот на питерских, на ленинградских мозгах, вот, работах во многом множество направлений получили. Ну и я вот недавно услышал, что Якутская математическая школа в 1958 году Авсентий Егорович Мординов пригласил в Якутский университет, в то время он был только развивался, он пригласил 6 математиков, выпускников Ленинградского университета. И они приехали, отработали некоторые остались. То есть вот если посмотреть, вот так проследить, у нас очень много людей, которых училось там, работали здесь, вернулись, кто-то остался. Вместе наши всех... уроженцы учились там, как Артур, вернулись, работаем. Я учился вообще 3 года здесь, в Якутске, в Якутском университете, и 3 года в Ленинградском университете. Вернулся. Сейчас однокурсники говорят, так ты же наш. А питерцы говорят, так ты же наш. Вот поэтому вот эта вся страна такая, и в этом плане много есть известных ученых, которые помогали у нас, например, Михайлов Виктор Данилович, можно его упомянуть, это философ, его практически каждый, кто закончил, работал в университете и в Академии наук, знает, потому что кандидатское имя по философии. Да, я у меня преподавал. Да, Виктор зовут, видите, Виктор Данилович. И еще много других их, вот мы примерно их прикинули,
Понятно, что замечательно, когда студенческие годы проходят, да, в таких стенах, это вообще супер. Но если даже и не получилось, да, поучиться, там можно аспирантуру, можно как-то еще уже во взрослом каком-то возрасте. Я надеюсь, что всех выпускников и всех, кто причастен к Санкт-Петербургскому университету государственному, вместе... Российская академия наук. Да, вместе 19 декабря научный центр по Петровского 2 в 2 часа. 2 часа Да, всех ждут, и выпускников, и тех, кто когда-либо соприкасался с этим университетом. Я желаю вам отлично провести время в кругу своих. Спасибо за сегодняшнюю встречу. Дорогие радиослушатели и телезрители, через 4 короткие минуты вернемся. Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, мы снова в прямом эфире, и в нашей студии гость, я рада его представить, Алексей Петров, начальник отдела по реализации задач общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в 21 веке». Алексей Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию. Говорить мы будем про движение, которому в этом году исполнилось 25 лет. Дата солидная. Может быть, мы расскажем нашим слушателям и зрителям, что это за движение и с чего все началось? Конечно. Как мы все знаем, мы, наверное, большинство, вы, я, например, рожденные в СССР, в Советском Союзе, да? Не то слово как. Да. Все знаем, в 1992 году, после развала Советского Союза, Советский Союз тоже была мощное там государство, большая, и в это время тоже очень много строилось, и везде строились, да, например, и в сельских поселениях, городах, поселках, везде. И в один прекрасный миг все это остановилось. Значит, очень много недостроенных объектов оставалось, развалились, закрылись колхозы, совхозы, все встало конкретно. И в это время руководству республики нашей была такая непростая задача. Как достроить, как сохранить сельские поселения, и так далее, да. И тут, например, в 1999 году 70-летие Мегино-Кангаласского района, глава Мегино-Кангаласского района в то время был Артемьев Георгий Михайлович, или Михаил Георгиевич, чуть тогда, вот, он именно в честь 70-летия построит 70 объектов в рамках, силами населения, чтобы завершить именно те начатые брошенные объекты. И народ это как раз поддержал, народу, население как раз нужно было что-то новое, новое государство, и все по новой уже начинается, да? То есть вот это направление движения Якутия в 21 веке, оно для того, чтобы помогать построить те объекты, которые были разрушены со временем в различных уголках нашей республики, в районах, да? Да. Что именно, что это за объекты, какие? Вот в то время очень много строились разные спортивные залы, и они останавливались. Это в то время еще у нас Нюрнбергский цех там заготавливал именно арочные конструкции, и вот такие по всей нашей республике. А в каких районах? В городе Нерюнгри, да? Нет, они Нерюнгри разрабатывали, делали конструкции и продавали, да, в то время. И везде в населенных пунктах, колхозах, совхозах начали строить эти арочные здания в то время. А какие районы мы можем назвать? За 25 лет там много, наверное? Везде. В каждом? Да, в каждом. Например, сейчас вы, наверное, тоже ездите по республике, и везде видите спортивные залы у нас арочные, да?
практически. Я, к сожалению, не... Да, сельские поселения. Не путешествую. В том числе и в Арктике, и везде. И как раз вот 70-летие Мегенко-Голландского района население начало вот именно взять как источником вот эти объекты брошенные и начали их уже своими силами. Кто помогал материалами, кто тракторами, кто топливом, и все начали вот население работать, и в итоге дня вот это движение мест населения поддержал Михаил Ефимович Николаев, наш первый президент, и в 1999 году, 14 октября, издал указ о 2000 добрых дел. Это было на встрече 2000 года. Вот так и зародилась вот эта программа «Добрые дела». То есть, получается, средства были выделены на само вот строительство, да, на сами материалы, а люди, население, они как рабочая сила выступали. Да, совершенно правильно. Ну и население тоже в то же время на стороне она не стояла, она принимала активное очень такое участие, да? И даже финансово. Да, даже финансово. И первым руководителем дирекции 2000 добрых дел у нас был тогда назначен Бочкарев Никентий Васильевич. Он работал в этой дирекции до 2002 года. Потом был избран главой Усалданского Алуса. После Никентия Васильевича руководителем вот этой нашей программы становится Емельянов Иван Сафронович. Он очень долго работал и в 2017 году ушел на пенсию. Ну и после него пришел в эту программу я. Меня назначили, и с того момента вот мы и работаем по этому направлению. Это вы работаете 8 лет, да, уже в... Да, в апреле месяце уже будет полных 8 лет. А какие для вас проблемы, как для руководителя, вот в этом движении? Что вы видите для себя, что нужно как-то улучшить? Пусть еще 25 лет живет такое хорошее движение. Что нужно для более качественной, может быть, работы или еще какая-то поддержка? Что сложное? Да, времена меняются, требования с ними тоже меняются вместе со временем. Поэтому нам приходится адаптироваться на время. И чтобы раньше, если строили хозспособом, то сейчас уже 2018 года мы ввели уже обязательное государственную экспертизу проектов смертной стоимости. Это значит, проекты проходят экспертизу со всеми ГОСТами, нормами, санпинами. В то же время усиливается контроль за строительством. И, соответственно, объекты у нас становятся уже и в сельских населенных пунктах, которые строятся, уже сравнимые с городом. А как вы понимаете, какие объекты необходимы, допустим, тому или иному населенному пункту? Это сами жильцы выдвигают такую инициативу, они говорят, что нам нужен там, не знаю, например, там спортзал, там, да, или клуб, или еще что-то. Да, это самая основа нашей программы. У нас отбор объектов, что именно нужно, именно выбирает население в сельском сходе. И туда, например, в сельском сходе вносятся несколько вопросов, и жилье, или там спортивный зал. Даже жилье можно внести? Да. Строительство жилого дома тоже? Да. И народ сам там, население выбирает, и что у них первоочередно сейчас им надо. Жилье-то точно, наверное, лидирует. Жилье, наша программа, она была включена с 2016 года. До этого строительства жилья не было, а 2016 года включена в перечень строящих объектов это жилье для молодых специалистов. И, конечно, жилье, она сейчас в данный момент, в то время
16 по 18 год было массовое строительство жилья. Это более 140 жилых зданий мы Так построили. это о каких суммах речь тогда огромных? Да, более 15 тысяч квадратных метров жилья было построено в то время. Но после этого опять же пошла чуть-чуть снижение по жилью. Населению надо было спортивные залы, клубы, это центры, именно центры, где можно встречаться, там, ну, Проводить время, проводить время, да. Классы, наверное, там Да. какие-то, может быть, компьютерные. Детские сады пошли уже. Детские сады мы начали строить уже до 50 мест детских садов. Ну, наверное, жилье было, потом уже культурные центры, потом уже детские сады. Ну, а сейчас опять же в связи с работами национальных проектов и земских доктор, например, да, земский врач, земский учитель, земский работник библиотеки. Сейчас в связи с этими опять очень выросла потребность в строительстве жилья. То есть люди все равно хотят ехать в районы. Сейчас же в основном как-то наоборот, ну, хотят в центр перебраться, не очень-то хотят задерживаться. Ну, И, возможно, благодаря такому движению, может быть, кого-то можно и оставить, да, если будет жилье, если будет рабочее место, какая-то работа интересная. А, кстати, а как вы выбираете, допустим, может быть, несколько ведь районов подать на то, что им нужны какие-то объекты, а как вы выбираете, где вы будете строить, во-первых? ну, у нас есть профильные министерства. Это Министерство образования, Министерство спорта, Министерство здравоохранения. Мы тесно работаем с этими министерствами, и мы уже примерно знаем, сколько в этом году выпускников выйдет по разным там профилям. Мы уже знаем, кто куда идет, у кого какие целевые. Мы уже знаем примерно, сколько человек идет по вот тем же программам. Вот земский доктор, земский работник культуры, земский библиотекарь. Ну, примерно все знаем, поэтому именно когда вот оттуда заявка будет с того места, да, мы их уже рассматриваем, вносим на рассмотрение комиссии в приоритетном порядке. То есть это как распределение в советское время специалистов в районы? Да, сейчас очень много идет выпускников в сельские местности. Ну, у них требования, конечно, очень большие, чтобы жилье было благоустроенное, был интернет, полностью обставленный дом. Поэтому мы уже начинаем со всеми министерствами доукомплектовать вот именно вот такие строящиеся объекты. Молодые специалисты выдвигают такой список своих требований, на каких условиях они готовы ехать и работать в районе. Да, совершенно правильно. И вы можете это им обеспечить? Да, мы уже начинаем в этом направлении работать с профильными министерствами, чтобы специалист там приехал на селе или в Арктику, и чтобы он не задумывался о быте, а только занимался именно по своему профилю. А куда, в какие районы больше хотят ехать, а в какие совсем не хотят, даже при наличии то, что все условия будут соблюдены? Нет такого, да, вот, например, хотят или не хотят такого. Ну, люди везде хотят, на все районы, даже в арктические улусы. Сейчас у нас очень большая потребность в арктические улусы. Мы, например, сегодня уже строим 8-квартирное жилье в Среднеколымске. Сейчас уже будем строить тоже в Абыйском районе. Мы сейчас уже в этом году уже ввели объект 6-квартирный двухэтажный дом в поселке Батагай. Мы сейчас ввели 4-квартирный жилой дом в Ущьяне. Там деревня вот такая вот отдаленная, Тумати, Ущьянского района. И также мы сейчас опять же тоже ввели новый, тоже 4-квартирный жилой дом в село Инкюр, Верхоянская улуса.
Ну, Это так. туда заезжают люди, чье жилье аварийное, да, то есть, получается, то жилье они оставляют или оно сносится, и они въезжают в эти дома. Или это как-то под ипотеку? Нет, эти дома арендные. А раньше они... Просто арендуют. Да, это арендные. Именно для специалистов, для да, которые специалистов. поедут. Да, пока они там работают, они живут в этом именно вот таких Мгм. теплых, хороших домах, благоустроенных домах с центральным отоплением. То есть они могут заключить Всё. договор на 2-3 года, пожить, Да, уезжают, потом следующий совершенно специалист. правильно. Ага, вот так и у нас механизм такой. Мгм. Вот. А это могут только молодые специалисты, или это могут быть люди любого возраста, которые, например, хотят поработать в каком-то из районов? Да, раньше было ограничение только для молодых специалистов, но сейчас вот как заработали вот эти новые программы, уже туда и едут уже люди и в возрасте, и специалисты, да, врачи, например. Врач-то это уже не молодой специалист получается. Ну да, там учиться сколько долго. Это уже Если возраст там практика еще другой, есть. ага. И некоторые люди приезжают с других регионов тоже. Ну вот, поэтому мы сейчас расширили именно, кто там будет жить. Спасибо. У нас остается до конца эфира примерно минуты 3. Может быть, я что-то не спросила, потому что я вот вижу, что вы принесли Шпаргалку. какие-то цифры, да, может быть, вы что-то хотите озвучить? Нет, мы в этом году еще ввели по поручению нашего Илдархана Асена Сергеевича выкуп квартир. Мы сегодня уже начинаем в строящих домах или вторичном жилье предоставлять субсидию на выкуп квартиры. То есть это типа как ипотеки будет? Человек будет платить? Нет. Нет? Мы муниципальному образованию доводим субсидию. Мгм. Они на эту субсидию объявляют конкурс и приобретают им нужное жилье. Именно для заселения работников бюджетной сферы, врачей и так далее. Да? И еще сейчас очень много строится по разным национальным проектам большие объекты. Например, МУМе в этом году построили большую больницу, и туда опять нужны будут специалисты. И мы сейчас уже начинаем думать о МУМе, да, Лохану. Вы несколько раз сказали про врачей. Большая потребность именно в этой профессии, в людях этой профессии. Да, это очень такая, этой профессии очень большая потребность. И А на втором месте кто? на втором месте это у нас учителя. Так и подумала, что вы скажете учителя. Да, учителя. А третье место кто? Третье место это... Это все остальные, да? Спасибо вам большое. У нас минута до конца эфира. Может быть, мы выходим в преддверии Нового года. Может быть, вы хотите поздравить наших слушателей, зрителей или своих коллег, соратников? Мы в этом году отметили 25-летие. Поздравлять нужно вас. Поздравляю, Да, кстати, с и юбилеем. мы поздравили всех, собрали всех наших ветеранов со всей республики. Было очень хорошо. Они опять же встретились от души, все поговорили, вспомнили вот эти 25 лет, как они работали. И я хочу своим ветеранам. Мы уже уходим. Спасибо вам большое. Всем спасибо за внимание и хорошего вечера.